По мнению нардепов, которые и предлагают отсрочить вступление закона в силу до 2021 года, население не готово к дополнительным расходам. Более того, есть большое недоверие к страховым компаниям в части выплат страховых компенсаций. Разъяснительная работа будет и вестись, по нашему мнению, еще в ближайшие 2 года. Когда люди поймут, что эти правила не надо нарушать, как раз и можно будет вводить и обязательное страхование для автовладельцев. На сегодняшний день пока, к сожалению, механизм не до конца хорошо отработан. Мы это поняли по предложению самого правительства, когда они предложили вводить обязательное страхование с февраля, но начинать взимать штрафы с сентября. Да? Так же не бывает по жизни, поэтому полумеры невозможно в экономике и финансах. Хотя в Госфиннадзоре утверждают, что прежде всего это нужно нашим же гражданам, чтобы в нужный момент, в нужном месте защитить их права. Мы практически, пешеходы, почему я всегда подчеркиваю, касается пешехода в первую очередь. Пешехода ничего не защищает, кроме его одежды. Он совершенно беззащитен. И, к сожалению, наши люди, когда думают ОСАГО, думают, что ОСАГО меня не касается, у меня машины нет. ОСАГО – это справедливый закон, он справедливо защищает наши права. И нельзя его отодвигать еще на 2 года. И нельзя прикрываться интересами граждан и отодвигать его на 2 года. Интересы граждан вы можете сейчас просто водителей спросить. Большинство водителей, больше половины, скажут, ОСАГО нужно. То есть их интересы, получается, никто не учитывает. Водителей мы спросили, и больше половины даже не в курсе об этом законе. Это говорит о том, что граждане не заинтересованы и отсутствует информационная пропаганда. А кто в курсе нововведения, тот относится с недоверием к страховщикам. Ал жағында маалыматым жоқ. Білмеймін бұл қандай. Өкімет егер ошоны точно төлеп берсе, ол жақсы нәрсе. Конечно, керек. Бірақ сразу емес қой деймін. Не үшін? Білмеймін, оға біздің водительдер де көрінелек. Егер ошо компания ошо эме иштеп берсе, нормально. Алып бар эметип, анан башталат анан дагы эмелери. Дагы бир жолдор неметип эчтекеси жок калтырат деген. Ошол жагы бар да. Эмес болсо мындай жакшы, туура эле. Незнание людей уже доказательство того, что закон недоработан, а значит, есть повод еще раз пересмотреть его. Вступить он должен только после того, как будет работать прежде всего на простых граждан, а не на зарабатывание денег. Самое главное, необходимо, чтобы жизненный уровень нашего населения он поднялся. Нам необходимо поднять экономику. И в этом плане нужно будет немножко хорошенько подготовиться, чтобы не было резонанса явлений. Мы предлагаем пока отсрочить по времени. Давайте сейчас постараемся увеличить доходы населения, экономику выровняем, чтобы она могла вынести определенную еще одну ношу, да, в виде обязательного страхования транспорта, а потом уже приступим к этим мероприятиям. А пока работа у госорганов есть, считают нардепы. Возьмем даже новые 4 кодекса, которые тоже пока не всем понятны. Диана Мамекова, Тимур Сидыгалиев, Общественный, Первый канал.